Приветствую, друзья! Канал Якутия-24, программа «Просто вкусно». С вами Петр Цепанин. Мы находимся в гастростудии ресторана «Муская». Со мной Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. И к нам сегодня пришел водолазный специалист службы спасения нашей республики Анатолий Леонидович Горский. Приветствую. Познакомьтесь с Семеном. Да. Спасибо, что согласились быть гостем нашей передачи. И учитывая, что у нас такой кулинарный формат, кулинарное ток-шоу мы называем нашу передачу, с чем вы к нам пришли, что будете готовить? Ну, по передаче так могу сказать. Почему-то я думал, что наша передача называется не просто и вкусно, а дешево и вкусно. А, да? Да, вот. Значит, с этого такой постановленный вопрос, я решил очень простую проблему. Как можно приготовить очень дешево и вкусно, да? Ну, значит, прежде всего, самый дешевый продукт у нас является рыба. Ну, как бы не парадоксально это не звучало. Ну, хорошо. Ну, я просто хочу, да? Да. То есть я предлагаю блюдо для всех неженатых мужчин, так, рыбаков, любителей, тех, от кого жены уехали к бабушкам, дедушкам на время, которые остаются дома, да? Вот. И при этом было довольно-таки дешево для бюджета. И вкусно. Да. Ну и для пенсионеров, которые не могут себе позволить слишком дорогие вещи. Ну, да. Значит, из-за этого мы взяли самую простую из рыб и дешевых. Сель. Да. Сель, да. Сель, сель бывает разная, так. Кстати, если вы хотите знать. Можно готовить, да? Да, можете начинать, да. Ну, мы будем готовить и рассказывать. Да, я Значит, свою ремарку внесу. По-моему, сель одна из самых полезных рыб. Да. Даже? Да. Почему? Потому что даже Иосиф Виссарионович Сталин в свое время сделал акцент на сельди, то, что ее стоимость была самая низкая. И долгое время ее не поднимали. Вот. Ну, сельдь, во-первых, бывает разная, да? Так. То есть в основном сельдь, которую мы употребляем, это два вида сельди, которые большинство. Это есть Тихоокеанская сельдь. Да. Да. Есть Атлантическая сельдь. Вот. Это два основных. А есть еще множество других сельдей. Есть Дунайская сельдь, это Черноморская. Вот. Есть Каспийская сельдь. Так, с Каспия. Да, в Каспии. Есть своя селедка. Значит, каждая из них имеет разности по вкусовым качествам. Вот мы часто наберем, когда в магазине покупаем селедку, да? Мы, как обычно, два вида. Есть Тихоокеанская сельдь у нас. Я вот ее знаю. Да, которая вот в таких банках продается, да? Таких... Ну, нет, и даже мороженое. Вот мы же делаем сейчас не соленые селедки, а с мороженой селедки. Поэтому я говорю, что Тихоокеанская сельдь есть основная, и есть так называемая алюторская сельдь. Алюторская. Слышали, да, такой? Да. Да. Вот. Самое интересное другое, что кто не биолог, кто не занимается шибко рыбоводством, да, они сразу не могут отличить, допустим, чем отличается атлантическая сельдь от алюторской сельди и тихоокеанской. А вся разница в том, что просто алюторская сельдь – это та же самая атлантическая сельдь, только выведена на алюторской банке. И как ее определить? Очень просто. То есть, когда мы берем селедку такую мороженую, вот отрежаем ей так вот аккуратно голову, здесь находятся у нас кисочки, и она начинает светиться. Да ладно. Серьезно. Она светится приятным таким синеньким цветом. Цветом свечащегося планктона. Фосфорирует. Совершенно верно, да. Фосфорирует. Да. Вот если она светится светящим, это алюторская сельдь, а остальная, ну, может быть, где-то было, или планктон кончился. Или не кушала долго. Или не кушала долго. Или не давали кушать. Да. То есть вот это в основном. Ну, для ухи, для нашей ухи, всего-навсего, что нам нужно? Продукты. То есть селедка. Рыбка. Да. Лук. Ну, здесь нам помогли сделать. Да, Семен уже побросал. Вот. Лук бросаем, отвариваем. Ну, можно, есть люди, которые не любят вареный лук. Есть люди вареный. В данном случае мы кусочками порезаем лук. А иначе можно просто делать лук следующим образом. То есть мы берем луковицу. Пополам. Да. Четвертуем. Четвертуем, не до конца дорезаем. И
пусть плавает. Ничего страшного не будет, да? Лишний лук лишним не бывает. Ну да, много лука не бывает, как говорится. Да. Значит, вот. И настаиваем вариться. Туда мы можем так же самое побросать немножко и зеленый лук. Сколько надо? Да, там чуть-чуть. Вот это вот. Да. Мы же будем экономными. Мы же как сказали, что мы экономно рассказываем. Как вы поняли, дешево и вкусно. Да, дешево и вкусно. Ну, на самом деле называется просто вкусно, ну ничего страшного. Как поняли, как поняли, так. Да, мелко порежь. Ой, ну вот видно, это не то, что я такими большими кусками режу. Нам нужно дождаться... Да, пока вода закипит, и она должна немножко прокипеть для того, чтобы лук изменил цвет воды на зелененький. Да. Впитал, да? Да. Ну пока ждем, вопрос. Да. Давайте. Вы же не против? Вот. Как вы пришли в профессию? Как вообще так получилось, что вы... Я знаю вашу историю, я читал, да, но расскажите нашим телезрителям. Ну, как вам сказать, как я пришел в профессию? Да, и до сих пор вы... Да, и до сих пор в ней нахожусь. Значит, прошел я профессию, ну, это просто было, как говорится, предрешено в основном. Оттуда? Почему, да. Ну, как понять, генетически. Дело в том, что мой дедушка служил в военно-морском флоте, еще при батюшке царе. Вот. Потом при советской власти он был инженером фортификационных сооружений. Принимал участие в, как говорится, в реконструкции Петропавловской... В Питере? В Питере, да. Да, ну, тогда да. Питер, Петергоф, Петербург, совершенно. Петергоф и здесь они да. принимали в реконструкции это участие. Вот. Еще забыл, подожди, помидорчик. Мы же забыли еще про помидорчик. Самый главный продукт. Его тоже так же, да? Да, ну, кто любит, там бывает побольше, поменьше. Вся проблема в этих помидорах, что в общем состав вот этой ухи, разница только единственная. Можно бросать любую рыбу, варить таким макаром, как вот мы сейчас готовим, да? Ага. Не надо. Перец? Перец тоже можно. Ну, лучше перец тогда, когда она полностью закипит, и потом уже при конце, чтобы у нее остался более чувствый аромат. Такой... Ну, чтобы подготовить. Да, наверное, мелкими, да, кубиками. Один или два? Не помню, два будет много, но просто какой из них будет ароматнее, как я сам не знаю. Тот будет ароматнее. Вот это, значит, вот это. Местный. Да. Вот. Дедушка был, папа стал врачом, физиологом, то есть водолазным врачом, физиологом. Да, он вместе был одним из учеников так называемого академика Арбели. У нас такие были 3 академика армяне. Вот. Один был физиком, один был историком и один был врачом. Угу. 3 брата. И папа учился? Папа учился у врача, у Арбели. Не скажу сейчас, я вылетел из головы. Процессор-то уже старенький, не сразу все срабатывает. Вот. Потому что, ну, а получилось каким макаром? В свое время папе, по-моему, на день рождения, я помню, ему у нас наши ребята, там, водолазы, с которыми я работал, подарили подарок, так называемый первый, как их сказать, были военные аппараты, они назывались АВМ. Акваланги, по-другому, просто название будет АВМ. Вот. А любительского варианта, то есть это был для военных, а любительский вариант такого данного аппарата, ну, немножко, правда, другой конструкции, упрощенный и прочее, это был первый аппарат с открытой схемой дыхания, у нас назывался «Украина». Открытая вот, это вот когда вот ты сам, да? Открытая схема дыхания – это когда мы вдыхаем с баллона воздух, ну, не с чистого баллона, там, через редуктор, через все, да? А выдыхаем его в окружающую среду. Воду, да. Это вот открытая схема дыхания. Вот. Потому что это был первый аппарат такой, ну, распространенный. Как говорится, наше легководолазное дело в СССР началось именно с этих аппаратов. Ну да. Он представляет, да, а чем разница? Они проще, распространенные? Да, он проще был. И дело в том, что АВМ, они были рассчитаны для более продолжительной работы, да,
И там были 7-литровые баллоны. А в этих аппаратах были стандартные 5-литровые баллоны. То есть баллоны были небольшого. По этой причине, как я был еще маленьким, мне кончился 3 класс, окончил. Мы поехали отдыхать на море. Ну и папа взял с собой тоже понырять, был любителем. Ну и меня же надо было попробовать. Я же до этого почти что ползимы его разбирал, изучал. Интересно было? Конечно. Так. Притом с лекцией папы, как можно, как нельзя. Вот. Ну и начал первый раз спустился. Ну, правда. То есть зимой теория и летом уже конечно, практика. Обязательно. Какой папа молодец. Ну, здорово. Вот. Ну и попробовали мы нырнуть. Ну как сперва? Сперва это было так, папы где-то по пояс, потом папе было по грудь. Ну, мне было сперва вот так, потом чуть-чуть побольше. Вот. На веревочке, рядышком с папой. Ну, это можно так называть первым погружением. Ну, страховка. Конечно, обязательно. Да. Без течением, да, без ребенка. страховки ничего не делается. То есть просто так сказал, плыви, сын. Да, до что вечера. будет, то будет. До вечера. Этого не происходило. Ага. Вот. А так вот таким макаром. И понравилось. И что дало определенный факт. То есть мне это дело понравилось, и я, когда уже пошел учиться дальше, то есть до этого я просто учился, а теперь у меня оказалась цель. Да? А чем мне больше папа рассказывал, тем больше я понимал, что мне больше нужно знать. Поэтому... А знать нужно много, я знаю. Очень много. Очень много. Оказалось. Как Да, оказалось? Грубо говоря, в школе предметы какие? Химия. Физика, кому она нужна, эта химия, да? Если ничего не взорвать, то день прошел зазря. Так? Физика. Ну, кому интересно, когда там шарики стыкаются друг с другом, и что это кинетическая энергия придется. Зачем она надо? Сила трения и все прочее. Да. Там, допустим, та же самая математика, да? Ну, зачем тебе делить столбиком или там умножать? Интегралы эти, дифференциалы. Да, дифференциал. Ну, это дифференциал, это уже для водолазных специалистов и дальше. Ну, просто для водолаза они еще не шибко волновали в то время. Так. Вот. Ну, требуется все знание. Значит, и особенно и биология, да? Ну, устройство там, живет, да и живет. Ну, какая знаю, тебя... у меня вот тут желудок, и вот тут, кажется, сердце, Да. и все. Ну и что? А вот как у вас камерное сердце, вы знаете? Еще раз, какие? Сколько камер у вас сердца? 4. Вот, видишь? Хорошо. Плохо учился. Хорошо учился, да. Многие не знают, что у нас 4-камерное сердце. Я потому что пролив митрального клапана первой степени, я поэтому знаю. Значит, вот смысл того, что, понимаешь, и все эти знания, я просто часть назвал, их очень много. Почему? Потому что принцип очень простой. Что такое водолаз? Это как космонавт. Он уходит туда под воду один. Ну, когда 2 водолаза работают, да? В страховке, да? Да. Имеется, нет, сразу 2 водолаза. Это уже очень сложные работы. Как обычно работает один водолаз, и один его что? Страхует. И начал соединяться, да? Угу. Еще чуть-чуть давай. Вот. И, значит, на чем я мысль? Вы сказали, что как космонавт. Космонавт. Один страхует, один работает. Да. Один работает, значит, принцип какой? То есть все зависит только от тебя. То есть, если ты плохо проверил снаряжение, да, ну, значит, ты не очень хороший водолаз. То есть, любая ситуация, когда спускается второй водолаз под воду, по сути дела, у нас является уже аварийной ситуацией. То есть так во основе работы рассчитывается на то, что водолаз уходит под воду, он выполняет свою часть работы, которую ему задали. За определенное время, которое... Да, за определенное время, да. Особенно если это за границей очень ценится. Почему? Потому что там, если водолаз раньше сделал работу, значит, он ее сделал некачественно. Если позже сделал работу, значит, он сделал перерасход в фирме, да? То есть, если там положено крутить гайку 2 минуты, вот он ее должен крутить 2 минуты. Что наши водолазы, когда работают за границей, это очень туго усваивают. Наши ребята решили, надо сделать, делаем быстренько. Да. За 10 секунд. Да. После этого импортные водолазы кричат, русские крэзи.
Crazy. Супер. Вот. Потому что вот такими вот вещами. Ну, а принцип какой? Все нужно знать. Смотрите, под водой мы на суше. У нас есть повар, у нас есть там ведущий, да? Да. У нас есть Знаете, плотник, у нас режиссер, есть столер, да. Да. У нас есть то. А под водой человек уходит, да? Да. Там, Дали задание, да, все, то делай есть сам. киносъемку покажи начальству, покажи, значит, он кинооператор. Когда он кинооператором работает, значит что? Ему нужно показать то с разных ракурсов, ему нужно еще так самому решить, чтобы показать, чтобы его 10 раз туда-сюда не гоняли. Да? То есть, да, грамотно. Да? Ну, да. Значит, это вот считай, что 3 в одном сразу. Ну да. Так? Начал заниматься, то есть что-нибудь сломалось, да? Он должен нырнуть, посмотреть, оценить обстановку, выйти, рассказать всем, что там есть на самом деле, как оно находится. И, как обычно, любимый вопрос всех начальников, и что нам дальше делать? И что делать? То есть он должен еще и предложить что-нибудь, чтобы для чего? План действий. План действия, как примерно это можно выполнить. То есть, чтобы вы поняли, насколько это должно быть все, человек должен быть образован. Понимаете? То есть знания очень важны для водолазов. Причем практически. В том-то и дело, что водолазы, в отличие от всех, они, ну как, много есть профессий, да, то есть есть квалификация, да. Вот там, допустим, ну, как любого сварщика, прочее. Кстати, вот, ну, сварочная работа. Ну, все работы, которые мы делаем на земле, водолаз должен их выполнять под водой. Притом это должен делать этот человек, который водолаз. Другого человека, то просто так, если он не имеет водолазной профессии, туда отослать нельзя. Сварщика невозможно. Да, если он не водолаз. Да, если он не водолаз, он не может быть свой, понимаешь? То есть то же самое, что космонавты. Мы же не можем каждый раз космонавта там что-нибудь починить. Ага, электрика надо на космический, раз, заспасали. И отправили, да. нифига. Вот Да. принцип вот такой. Ага. То есть ты должен знать в этом деле, разбираться полностью. Че? Соль, перец? Нет. Нет, да? Ничего этого мы ничего не ложим. Мы положим ингредиент особый. Ингредиент. Да. Значит, Все, что? закладывается рыба. А, и голову тоже, хорошо? Ну, голову потом можно выбросить. Они да. Северные вообще только головы и кушают. Ну, Да. понимаете, кто как, кому как нравится. Кому как, да. Это же дело вкуса. Лимон? Нет, лимон не будет. Лимон это в случае чего, если Не, ну, можно добавить для улучшения. Можно в конце что-то так. будет это вообще особое блюдо. Когда, Старина. когда сервируешь, ты сам себе положишь. Да. Так говоришь? То есть принцип можно как? Это позже, да? Это чуть-чуть попозже, немножко рыба сварится, для того, что, да, потому что это самое, получается, у нас можно ложечку, да? Дело в том, что он же должен не перевариться, а должен оставить запах. Да. Пусть томится, да? Да, да. Закипит, То есть- а потом уже томится. Или А закипает. он закипит, он и будет томиться. Ага. То есть, грубо говоря, рыба варится в среднем где-то 5-10 минут. Ну да, 10 Да? хватает. Правильно говорю, да? Ну, в основном... Конечно, смотря какой кусок. Тем более мелкая, тем более порезанная. Ну да. Итак, продолжаем слушать ваш интересный рассказ. Ну, продолжаем слушать. Значит, то, что профессий много, понятно, да, что другой кто-нибудь эту профессию уже что не выполнит. Ну и поэтому, как обычно, водолазов, профессионалов, самая сложная работа водолазных считается это судоподъем. Почему? Могу объяснить, по какой причине судоподъем. А, вот еще. У меня взгляд упал. Ну, которое судно, которое, не дай бог, затонуло, да, получается? И знаешь, что сделаем? Подкатим под императорскую уху. Волшебные кубики. Ну, это же, я говорю, что срастет от того, что кто из наших мужчин, как где, в каких условиях остается. Ну, кубики, они всегда были кубиками. А это вы крайне положили там молока и корочка, Молоко да? и икра, да. И корочка. Ну, то есть, которая внутри была, Да. она вполне себе съестна. Вот, не съешь. Я говорю, вполне себе съестно, говорю. Да. Ну, да, я люблю. Самое вкусненькое. Ну да, я люблю. Вот особенно если таким макаром можно говорить и осетрину, уху, все. Вот самое вкусное в осетре, кто знает что. В осетре? Да. Визига? Нет? Но обычно это бывает брюшной жирок.
Брюшной. Правильно, брюшной жирок. Вот. Да. А брюшной жирок где у нас в основном находится? Брюхи. Где? Потрошка. Да. Потрошка. Ну. Вот. Значит, самое вкусное у нас в осетре что? Потрошки. А почему я добавил кубики магния, да? Дело в том, что когда такую уху делают, да, особенности на природе, на охотники когда, да, перед этим всегда, как обычно, варят утку. Ну да. Утку сварили, а потом ложат туда рыбу. Как говорится, уха из петуха. Ну, Да. Ну, так оно вкуснее. Своя это, да. Ну, навари себе, получается. Да. Бульон только. Бух. И сытнее. И сытнее, да. Вот. Итак, ну продолжая рассказ. Как долго учиться нужно на водолаза? Есть ли специализированные какие-то учебные заведения? Нет, учебные учреждения есть, и они только в них, в общем, не должно проходить обучение. Просто так, допустим, для дайвинга это есть, должно быть клубы, да, у нас есть инструктора. Но дайвинг это дайвинга. больше любительская, да? Да. Ну, то есть, который человек для себя, для своих личных достижений, для галочку в жизненном этапе каком-то поставить, ну, ныряет под воду, берет уроки, там, условно, 10, и получает какой-то сертификат в скюба-дайвинг, да? Да. А вы, как профессионал, да? Как профессионалы готовятся, чтобы так поняли, значит, профессионал делится на много разрядов, да? Да. То есть в зависимости от сложности выполнения работ и пребывания под водой, каждый раз они учатся. То есть первоначально 4-й разряд, потом часы набираешь, получаешь 5-й разряд, потом часы набираешь, да, определенная часть, получается 6-й разряд, часы набираешь, получаешь 7-й разряд. Когда ты дошел до 7-го разряда, и если у вас есть высшее образование или хотя среднетехническое и общее, как говорится, пребывание под водой, да, у тебя составляет уже более 2000 часов. Ух ты, это как много. Нет, это немного. Это немного, Но да? более 2000 часов вы уже можете, 100 суток, как говорится, 3 месяца. подать, ну, уйти учиться уже на водолазного специалиста. То есть водолазным специалистом без опыта вы никогда не станете. Ну, то есть надо нарабатывать, уже доказывать своими этими... А там, то есть, соответственно, кто-то Конечно, график ведет, во-первых, все эти часы, это ну, же... как у пилотов, да, летные часы. Совершенно верно, типа да. вот И такого. по ним же идет оплата, как у пилотов, все то же самое. То есть есть заработная плата, а есть оплата за часы. А где больше всего применяется, ну, вот ваш труд? Ну, что вы делаете конкретно? Ну, допустим, ну, я знаю, скьюба-дайвинг это просто для себя, посмотреть, сфотаться с рыбкой. Ну, водолазные работы, они везде. Дело в том, что там, где есть вода, и нужно выполнить работу в воде, там, и вплоть до болота. А То что, до болота тоже? Да, в болоте, да, грубо говоря. Где вот эта жижа? Да, где уже жижа. Ну, там специальное снаряжение, но тем не менее, они тоже там же работают, только водолазы. Чтобы так понять, то есть мы не только ныряем в чистую воду, да? Ну, да. Мы ныряем и на ГНС ныряем, и где угодно. Ну, что такое ГНС, все знают, да, наверное? Да. Да, то есть везде. То есть если где-то что-то забито и где-то в воде нужно сделать, там работают водолазы. Специальное снаряжение, да, чтобы там окружающая среда, химически, биологически было, тем меньше контактировал с твоим телом, со всем прочее. То есть снаряжение очень дорогое. Но оно существует и выполняются все работы. Как сильно меняется снаряжение? Ну вот вы начали, сказали, что в 10 лет, сколько уже времени прошло при Советском Союзе. Ну, только разница... Я знаю, что принцип действия практически один и тот же. Да, Ну, принцип работы аппарата один и тот же. То есть у вас есть воздухохранилище или баллоны по-другому, да? С высоким давлением, там было сперва 150, сейчас уже 200 и 300, сейчас будущее снижение 400 килограмм будет уже давление в баллонах, потому что стали баллоны другого качества, то есть раньше они были металлические, сейчас композитные, Ну да. то есть они выдерживают большее давление. Вот. Главной такой вехой было именно с открытой схемой дыхания, это переход было именно французов, да, по-моему, французы. Я точно не могу сказать, но, по-моему, французская фирма. Вот, она выпустила первые разнесенные ступени. То есть первая ступень и вторая ступень. До этого все это было находилось в одном легочном автомате,
То есть был как воздух, редуктор, понижающий с высокого давления до среднего давления, Ну, и потом уже сам лёгочный... Компенсатор давления, да. Да, Ага. и лёгочный автомат выдавал. То же самое, только это все было в одном лёгочном автомате, который крепился сзади баллонов. И когда вот у нас и шло 2 шланга, такие гофрированные, красивые, как нарисовано, да. Да-да-да. Да. Вот. А потом их разъединили. То есть один шланг у вас, получается, лёгочный автомат у вас обеспечивает давление окружающей среды, это который у вас около рта находится, и второй, который понижается, он находится на баллоне. То есть вот такая была разница, что с одной стороны и хорошо, ну и чуть-чуть в некоторых местах плохо. Ну, это уже мелочи. А современное снаряжение с 2 трубками, как говорится, которое показано, да, это уже снаряжение нового поколения, как сказать, нового измененного поколения, это называется ребризеры. То есть это довольно-таки сложное снаряжение, которое готовит смеси, восстанавливает смеси, там химические, идет химопоглотители. Ну, своя специфика. Да, там, свои специфики, свои там очень все ну, хорошо, дорого и очень все... Да, мы не будем сильно в это вникать, потому что ну, обычный обыватель, Да. обычный телезритель, скорее всего, это не поймет, и, да и ни к чему это не нужно. А правда то, что какой-то из видов аквалангов, этих приспособлений придумал Кусто? Ну, что-то там про него говорят. Это что там вообще он сделал? Ну, Кусто, он действительно сделал первый его аппарат, насколько я помню, назывался «Мистраль». Мистраль. Да. Так вот, Украина, которую я первый снарял, это копия этого «Мистраля». Ну, то есть он как бы был Да. первым человеком, который вроде как запатентовал. Да, что-то он там. запатентовал именно такой вид снаряжения. Просто раньше водолазное снаряжение была, во-первых, не открытая схема дыхания, была закрытая схема дыхания, вот как ребризеры сейчас современные. То есть это аппараты были замкнутого цикла. Вот. И там используется в основной частью был это кислород. То есть азот и остальные части газа, это которые вы выдохнулись, и он там просто циркулировался. Кислород пополнялся, и из-за этого вы могли находиться под водой. Да. То есть здесь же у вас лимитируется, в первом случае у вас лимитируется прохождением химопоглотителя, который у вас убирает с этой смеси углекислый газ, и объемом баллона кислорода. А во втором случае у нас просто зависит от объема кислорода в вашем баллоне, воздуха. Ну, воздух, чтобы понять, расчет воздуха очень прост, почему математика нужна. Ну, да. То есть примерно приводится так. Мы же не чистым кислородом, то, Да. что мы вот сейчас дышим. Да. Да. Это Ну, всего лишь, дело в том, что процентов 20. когда мы ныряем под воду и выполняем, допустим, какую-то работу, да, мы тяжелее работаем, мы чаще дышим, да, глубже дышим, меньше, и зависимости. И плюс к этому еще глубина. То есть для того, чтобы мы могли дышать, у нас должна быть глубина, легочный автомат должен выдавать давление этой глубины. Ну да. Да, Чем так- ниже, да, тем, конечно, да. и да, вода, Значит, да, ведь тем мы есть свои- больше будем что? Израсходовать воздух. То есть, грубо говоря, если мы на суше дышим просто, допустим, 40 литров при нормальном состоянии, то на глубине уже 10 метров мы будем дышать уже не 40, а мы будем дышать уже 80 литров при этой же работе. На глубине И меняется еще... по экспоненте. Да, то есть у вас Надо воздух экспоненту знать. быстрее будет израсходоваться, Ну да, понимаешь? да, больше. Вот, да, то, что нужно тут рассчитать, то есть на какую глубину, сколько минут тебе прибыть, нужно учить то, чтобы ты мог нырнуть, и что оттуда еще и выйти, понимаешь? Ну да. Вот, в зависимости. Зависимо от позиции на грунте, там идет есть декомпрессия, потому что там куча различных заболеваний. Ну да, кстати, вот насчет заболеваний. Я знаю, что у водолазов могут быть какие-то свои профессиональные заболевания. Насколько вообще опасна профессия? Ну, если соблюдать все Если- водолазные правила, то не очень опасно. Исключить, скажем так, человеческий фактор, да? Да. Да, ну то есть, с чем сравнимо, например? Ну, одна из самых опасных профессий – это испытатель, летчик-испытатель или там автомобильный испытатель. Библиотекарь, Да ну нет, вообще нет, нулевая нет, практически. Нет. Ребята, профессия, она действительно что? Она действительно тяжелая. Почему? Потому что Шахтеры, погода- например, да, очень опасная профессия. Ну, это да, это опасно. То есть там очень много факторов, которые От тебя человек зависит. не может Да. сделать.
В воде же нет. То есть мы ныряем, примерно узнаем, какая глубина, прочее, скорость течения. То есть мы должны, согласно правилам, все это учесть и сделать спуск какой? Оптимально. Ну то есть очень важна подготовка. Совершенно подготовка. верно. То есть насколько хорошо вы соображаете, знаете и думаете, это ваша безопасность. Собственное. Собственно. А оборудование готовите вы сами? Либо там есть специальный инженер-техник? Сами? Оборудование, то есть, чтобы вы поняли, подготовка, проверка оборудования, подготовка оборудования идет, во-первых, в зависимости от сложности оборудования. Там готовится, то есть водолазы высокой квалификации, они готовят более сложное оборудование. Низкой квалификации и обслуживают меньше. То есть, друзья, да, то есть, которые выше. начинающие, да. Ага. Но каждый раз яйца, это мы насчет салата, это у нас второй вариант, да, будет? Можно, да. Все. Вот. Они уже сварены? Да. Ну ладно. Я подумал, как сырое яйцо собирается чистить. Ну, ладно. Вот таким вот макаром. А какие виды работ самые тяжелые? Есть такие вообще? Самые тяжелые, я говорю, что самые тяжелые виды работы, ребята, это судоподъемная работа. Почему? Это что-то утонуло и надо это поднять судно из-под воды. Ну да. Это очень сложная работа. Почему? Это, во-первых, инженерная работа. Там очень... Один судоподъем на второй не подходит. Примерно проект, который кто-то написал примерно по обследованиям, рассчитали, да, он не всегда подойдет. Почему? Потому что всех нюансов учесть, ребята, очень сложно. Ну, да. Вот. Потому что он как твой ребенок. То есть у тебя больше учишься судоподъем, значит, больше ты детей. Значит, более опытный ты становишься. Потому что, я говорю, похожих судоподъемов не бывает. А это довольно-таки очень сложная. И инженерная, и для водолазов, и для профессионалов. Это очень сложная работа. Там нужно все уметь. Начиная от бетонирования, сварки, заводки тросов, плетения, всего. То есть это куча всех. Уметь стропольщиком быть, рассчитывать нагрузки, уметь убирать грунт с-под воды. Ведь мы же грунт там, допустим, нужно убрать, завести трос, нужно яму прокопать, да? Ну, да. А под водой ты же лопатой не прокопаешь. В воде лопата бесполезна. Да? Я не знал. Знаете, плотность другая. Тяжело. Да. Ну и давление давит. Нет, не давление. Просто плотность окружающей... Вы на лопату положили, песочек, особенности, да? Ага. Ну, и что? Ты принес. Он на песке остался, а в воде ты его попробуй перенести. Куда он делается? Ну, совершенно верно. Ситом. Так сито тоже обратно. Оно же тоже будет вымываться. Ну, короче, опять же, свои эти, да? Да, ну это по плотности. То есть там очень много проблем возникает. Вот там очень много техники, притом специфической техники, ребята. То есть если вы хотите освоить профессию водолаза, приходится учиться все время. Вот до сих пор я уже давно в профессии водолаз. Да? Но тем не менее. А как вы давно? Сколько лет вы уже ныряете, скажем? Ну честно. Честно? 10 лет? Так, нет, официально нет. Это не ушло в счет моей профессии. Итак, так, значит, сейчас подождите, давайте разберемся с ухой, потому что сразу не очень плохо выходит. Значит, смысл какой? Ложим тайный ингредиент. Главный, да, в этой ухе, который всем нравится. Значит, задумка от Анатолия Горского. Не, я чужие лавры не присваиваю, ребята, это меня учили. Вот, да, главный ингредиент. Чеснок, перец, любой какой хотите, приправки, какие вы хотите, да, которые вам больше нравятся. Вот, чуть-чуть уксуса, ну можно уксус, можно лимонную кислоту, ну что угодно, да. То есть и соль. Соль, да. Ну, как в природном Кто-то вы запрещали Семену перец и соль заранее класть. Обратите внимание на банку, я сразу понял, что это. Значит, смысл какой? Если нечего, чем ручкой подтолкли вместе с солью, чесночок, что он сок дал, и все. То есть у нас есть готово. Теперь ложим сюда укропчик чуть-чуть. Подрезать укропчик, да?
можно лучку, да, ну чуть-чуть тут, смотри, как говорится. И вот этот луч. Да, и лучочек там, да, немножко, да, чтобы был здесь. Нам было веселее. Вот. Значит, уха, когда, в общем, сготовилась, что мы делаем? Мы делаем, сейчас ингредиент, а у нас поварешка есть? Нет у нас поварешка? Да, есть. Все, Семен все подготовил. Это главная вещь, чумичка по-флотски. Слышал это такое, нет? Нет? Чумичка. Чумничка? Да. Это что значит? На втором случае службы на флоте чумичка называли. Это который по второму году. Первый год салага, а потом чумичка. Вот. А потом уже годок. Годок. Вот. Почему чумичка? Ну, как в гражданской службе же черпак, да? Черпак, То, то есть, как обычно, по второму году они знают, кому чего разливать с казана. Понятно, да? Ясненько. Так, у нас все. И Так, давай. Да. еще добавишь? А у нас тут перчик же остался с тобой, да? Да. Можно чуть-чуть сюда еще. Дай кусочек сейчас быстренько. Перчику. Да. Я же тоже хочу поучаствовать. Ну, участвуйте, пожалуйста. Вот. Потому что здесь от срока службы, как говорится, зависит. Ага. Вот. И Сейчас вы же еще и педагогической деятельностью занимаете. Есть свои ученики, да, вы мне рассказывали. нет, мы просто дело в том, что учите, да. учить профессионально водолазов, Ага. первоначальное обучение, это очень дорого, и ну, решением нашего, говорится, службы спасения было принято решение о том, что мы должны водолаза учить первоначально здесь. Мгм. То есть, грубо говоря, первоначальные две стадии – это водолазы 4 и 5 разряда мы здесь учим о так называемой школе спасатель, учебном центре. Вот. А потом уже мы отсылаем ребят учиться водолазами на... Ну, для более высоких Да, то есть 5 и категорий, 6 да? разряд – это те разряды, которые дают возможность руководить уже водолазными спусками. Мгм. Первый разряд, с 6 разряда только может человек руководить, а до 6 разряда только может быть, ну, сам нырять под воду. В составе вот отряда, таким, скажем да. так, да. Так. Получается, до 6-го он слушается, Да, а на 6-м уже управляет. да. Может. Может управлять, то есть он допускается к руководству водолазными спусками. Жирочек есть. Собрать. Да, обязательно печенье. Вот. Сейчас ее можно перемешать немножко. И обратно. Ну куда? Ты чё? Нет? Не обратно? Дальше никакой, да, обратно ничего не будет. Значит, Ух. берем, наливаем уху. Ребята, это уха, это не рыбный суп. Рыбный суп – это когда туда что ложат? Крупу, картошку. Это у нас уже будет что? Рыбный суп, я так думаю. Я прав или нет? Ну, относительно. Да. Можно тут поспорить, Ну, но я не спорю. учитывая ваш возраст, Семен не То станет. есть, слышь, я не спорю. Человеку виднее намного. Он в этом деле профессионал. Давайте я вот так чуть-чуть сделаю, Ага. чтобы легче было убирать. Так, ребята, будете еще кто-нибудь? Ну, ребята потом будут, но давайте мы пока сами друг о друге всё. позаботимся. И что, вот так И надо потом пить, да? Так, потом, значит, смотрите, ребята, какая. Давай сюда ближе. А, и оттуда добавлять, да? Так, смотри. Я думал, Можешь отсюда добавлять туда в или чашечку. можешь вот так, да? Да, или же можешь следующим образом. То есть берем Чук-чук-чук. уголком, да, макаем. Да? Маканину. Да. И запиваем ухой. Ну все. Пробуйте. И рыбку. Таким же макаром. Остренько. Да, берешь рыбку таким же макаром, кусочек вот разламываешь. Она хорошо вареная рыба. Смотри. Туда пынк, да? Да. И вот Ну, запил. это имею в виду, можно, конечно, отдельно по чашечкам разложить. Ну, мы же рабочие крестьянские люди. О, и ощущается, что без соли. Ну вот после этого сразу Так раз. вот, да. Хочешь, можешь туда добавить. Тут дело вкус. То кому поперчее, кому поострее. То есть каждый человек вырабатывает сколько нужно. Вот. И рыбку сейчас вот ложечка где у нас. На.
ложечку, попробуйте. Да. Так, я вам тоже ложечку, да? У меня есть. Да, ну вот берите. Вот так? Раз. Нет, ты хорошо макай, хорошо, не Вот так бойся, вот. не бойся, не бойся. Ты ухой махом это дело компенсируешь. Женя, когда ты будешь уху не добавишь, Петя, а? Петя. Не Сегодня понял. ты Женя. А, сегодня Женя. Я сказал Женя? Да. Я Женя сказал. А, Женя, а. Жение. А, Женя, а, Да. я говорю, Женя. Я сказал Жение, А, ты Женя. уберешь ухой. А, хорошо. Как можно Петю или Женю убрать ухой? Никак. Вот 100 граммов в ухе, да. Да. Сам Бог велел, но тут нельзя. Ну вот. Здоровско. Здоровско вообще. Да? Просто. Как говорится, да, и дешево, и вкусно, Да. но в данном случае просто вкусно, да, действительно. Ну как можно из обычной селедки вот такое Знаете, вкусное. да? Он уже у нас рыболов, охотник. Он этот рецепт запомнит. Да, я более чем уверен, что я его повторю. Тем более просто. Как раз он возьмет дома, сделает, наверное, да? Баночку и с собой. Найду Да. с собой. Очень удобно, притом она хранится, она же не портится. Там одни спицы сама. Как раз на склад собираюсь через неделю. Как раз с собой возьму вот это. Вот это я говорю. А дело в том, что так может готовить любую уху, понимаешь, любой рыбы. ну. Просто я взял именно селедку, потому что селедки редко кто. Кстати, селедка сильно не отдает. Да? Да? Бывает же вот. Да, вообще не ощущается. Да. Ну, Понимаешь, я говорю, просто некоторые люди как-то не привыкшие, что можно селедку варить. Понимаешь? Она очень, очень прекрасно, особенно если она свежая, то есть у нас тут, допустим, период отлова стал большой, и хранение уже немножко нарушается. А так, когда оно свежевыловлено, привозят в магазин, да это ты что, это, Так, кайф. радость у нас, да. радость. Да и это реально самая полезная рыба. Да. Очень больше всего омега-витаминов, которые нужны особенно для мужчин. И, кстати, для желудка тоже хорошо. И вообще легко усваиваемая. Да, особенности, почему именно такой метод ухи приготовления, ребята, выгоден у нас, допустим, когда мы куда-нибудь едем и готовим на природе. Первое. Ребята, вот после такой саламура, да, у вас никогда не будет кишечных заболеваний. Просто там никто уже выжить не сможет. Так, если не дай бог там недовар, Ну перевар, да. да. То есть от Сырая этого вода. это уже все будет. Да, это уже, ну, да и полезно, Ну, перец полезно. острее все прочее. Чеснок для сердца хорош. Да, Чего? От инфекции опять-таки. да. Да. Чеснок Да, антиоксидант. от вампиров. А вампиров тоже. Всякие бывают. Говорят, водятся. Да. Но И в наших краях тоже. женского пола. полно. Вампиры такие. Комарики они кто? Женского пола. Ведь да. кусаются только женского пола, мужского нет, они цветочки нюхают. Комары трубы. Только Да. женского, то что. Да, Анатолий Леонидович, Да. спасибо вам за интересную беседу. Нам подсказывают, что наша передача подходит к концу. И у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну что я вам скажу? Самое главное, ребята, здоровья, счастья и мира. Лучше пожелания, я не знаю, что какие придумать. Мира каждому дому. ребята. Да. И А я здоровья. еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях водолазный специалист службы спасения нашей республики Анатолий Горский. Анатолий Леонидович, спасибо вам большое за интересную беседу, Ну, за приготовленное очень вкусное, дешевое, простое блюдо в нашей передаче «Просто вкусно». Семен Тарбахов, я Да. Петр Цепандин. На этом потихоньку мы прощаемся. Будьте здоровы, друзья, и кушайте реально всегда просто вкусно. До свидания. А мы что, за кадр и Давайте. продолжаем кушать. Ребята, И вы ребята попробуйте. налетают. Не, детская.